дар баробари ин фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ вобаста ба ҷалби сармоя ва ташкили инфраструктура бояд тақвият дода шавад. ҳукумати кишвар бояд мушкилоти ҷойдоштаи минтақаҳои озоди иқтисодиро ҳаматарафа омӯхта барои тақвият бахшидан ба фаъолияти онҳо ва ташкили дигар минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҳудуди мамлакат тадбирҳои иловагиро амалӣ намояд. Таджикистан – это место, где бьется сердце Центральной Азии. Здесь пересеклись артерии Великого Шелкового пути. Таджикистан придерживается индустриально-инновационному подходу развития, имеет большой гидроэнергетический потенциал, крупные залежи минеральных ресурсов. В стране разведано более 400 месторождений полезных ископаемых. 24% территории Таджикистана имеют потенциальные нефтегазовые месторождения. На сегодняшний день разведанные запасы нефти и газа составляют 1% от суммарных ресурсов, оцениваемых в 1033 миллиона тонн условного топлива. Создание СЭС, региональных точек роста с особыми условиями для инвестиций, входит в программу инновационного развития Таджикистана. В стране уже действует 5 СЭС. Постановлением правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2019 года за номером 97 в республике создана 5-я СЭС в городе Куляб Хатлонской области. Каждая СЭС, в зависимости от местоположения, имеет свой тип и предназначение. Инфраструктура Хатлонской области – это развитая сеть автомагистралей, железнодорожных и авиапутей, гостиничного и ресторанного бизнеса. Расположен на пересечении торговых путей между Афганистаном, Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном. Развита легкая, пищевая, химическая, электротехническая и металлообрабатывающие отрасли промышленности. Главные реки Пянш, Вахш и несколько водохранилищ обладают неисчерпаемыми запасами гидроэнергетических ресурсов, а природно-климатические условия области, где много солнца, воды, а также плодородных долин, позволяют выращивать до 3 раз в год овощи и фрукты. В Хатлонской области предоставлены 3 СЭС – СЭС Дангара, Пянш и Куляб. СЭС Дангара – одна из наиболее развитых СЭС в Таджикистане. Территория 541,3 гектара. Стоимость земельного участка – $1 за 1 квадратный метр в год. Наиболее успешными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории СЭС Дангара, является компания, приоритетным направлением развития которого добыча и переработка нефти. Проектная мощность предприятия в год составляет 1,2 миллиона тонн. Еще одним крупным предприятием является предприятие по изготовлению металлоконструкций с мощностью до 1 миллиона тонн металла. СЭС Пянш. Территория 401,6 гектаров. Один сектор СЭС с территорией в 186 гектаров состоит из логистики, торговли, импорта, экспорта, финансов и инноваций. Второй сектор с территорией 215,6 гектаров относится к промышленному сектору. СЭС Пянш обладает большим резервом сырьевых ресурсов, таких как кварцевый песок, хлопок Сырецк, а также продукция сельского хозяйства. В СЭС Пянш хорошо налажена инфраструктура. Наличие таможенного контроля, водоснабжения, электроснабжения делает этот бизнес весьма привлекательным. СЭС Куляб охватывает 309 гектаров земли, рядом с территорией международного аэропорта города Куляб. Куляб – это развитая сеть автомагистралей, железнодорожных и авиапутей, гостиничного и ресторанного бизнеса. Сагдийская область. Благодаря своему выгодному географическому положению, Сагдийская область является северными торговыми воротами Таджикистана и слывет жемчужиной Ферганской долины. СЭС Сугд промышленно-инновационного типа. Территория расположена в юго-западной промышленной части города Худжанда. Общая площадь СЭС – 320 гектар. В этой части территории города есть возможность в будущем расширить территорию СЭС до 2000 гектаров за счет свободных земельных площадей. Действующие субъекты занимаются производством электрических кабелей, полимерных труб, алюминиевых и ПВХ профилей, строительных материалов и лакокрасочных изделий, пластиковой тары, мебели, сборкой и установкой вторичной переработкой металлов. Одним из важнейших критериев при выборе площадки для начала бизнеса служит географическое положение.
Горно-Бадахшанская автономная область Республики Таджикистан расположена в ее восточной части. Эта земля богата неповторимыми по красоте ландшафтами, целебным климатом, лечебными источниками с водой, насыщенной полезными минералами. Область на севере граничит с Республикой Кыргызстан, на востоке с Китайской Народной Республикой, а на юге и западе с Исламской Республикой Афганистан. СЭС Иш-Кашим территория составляет 200 гектаров. Все зоны работают по специальной налоговой программе, специальным налоговым условиям, где налог на прибыль, налог с пользователей автодорог, НДС, налог с продаж хлопка и первичного алюминия, налог на природные ресурсы, акцизы, налог на транспортные средства, налоги на недвижимое имущество, таможенные пошлины на вывоз произведенной в СЭС продукции на экспорт равны 0%. Из 10 налогов, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Таджикистан, субъекты СЭС оплачивают только 2. Социальный налог 25% от фонда оплаты труда, подоходный налог от 8 до 13%. Чтобы получить статус субъекта СЭС, необходимо: первое – предоставить соответствующие документы в администрацию СЭС. Второе – защитить инвестиционный проект. Третье – заключить договор с администрацией СЭС. Четвертое – получить свидетельство о статусе субъекта. Стоимость свидетельства на любые виды деятельности, независимо от их объема производства и товарооборота, составляет $5000 США. Таджикистан – это место, где стабильная социально-политическая обстановка, выгодное геополитическое положение и богатые земельные ресурсы способствуют качественному улучшению развития бизнеса. Ведь здесь созданы все условия для процветания. Инвестируйте в свободные экономические зоны Таджикистана. Свободные экономические зоны Республики Таджикистан – зоны стабильных инвестиций.